Здравствуйте. В эфире информационная программа «Настоящее время Азия». В пражской студии я, Динара Аргин. Сегодня в выпуске. Боевики из Джабхат ан-Нусры расстреливают жителей Восточного Алеппо за попытки выйти из города по гуманитарным коридорам. Россия заявляет о продлении паузы в бомбежках еще на несколько часов. Это позволит представителям ООН и Сирийского общества Красного полумесяца выполнить все мероприятия по обеспечению выхода больных и раненых. Таджикские спецслужбы получили законное право врываться в дома граждан без всякого их разрешения и судебных ордеров. Парламент единогласно проголосовал за новую норму. Террористы действуют тайно, и сотрудники силовых структур также вынуждены скрытно использовать силу и оружие. Прощайте, Бэтмен и Барби. Казахстан предложил ввести психолого-педагогическую экспертизу всех игрушек в странах Евразийского экономического союза. Все куклы, вызывающие в детях тягу к насилию и сексу, хотят запретить. Когда крокодил там ребенка там угрызает, или лев там руку держит там ребенка, такие вот вещи. У Литвы нет денег на хранение радиоактивных отходов с закрытой по требованию Европы Игналинской АЭС. Проект обещал профинансировать Евросоюз, но договор подписать забыли. Нам не хватит минимум 900 миллионов евро. Сотрудники Госкомитета национальной безопасности Таджикистана получили новые возможности при поимке преступников. Отныне они могут входить в дома граждан без их разрешения и без решения суда. Таджикский парламент единогласно принял эти поправки, но с оговоркой в исключительных случаях. У нас на связи наш корреспондент Анушервон Арипов. Анушервон, здравствуйте. Что понимается под исключительными случаями и что об этих поправках думают независимые эксперты? Здравствуйте, Динара. Да, в Таджикистане сотрудники Госкомитета национальной безопасности страны теперь могут входить в дома граждан без их согласия и решения суда. Депутаты Нижней палаты парламента страны приняли поправки в закон об органах безопасности, разрешающий подобные действия. Парламентарии подчеркивают, что поправки не отменяют принцип Конституции о неприкосновенности жилища. Законодательство страны предусматривает компенсацию от государства гражданам, у которых были повреждены жилища или имущество во время проведения антитеррористической операции. Председатель Госкомитета Саимудин Етимов отметил, что по закону вторжение будет осуществляться только в исключительных случаях. Террористы действуют тайно, и сотрудники силовых структур также вынуждены скрытно использовать силу и оружие. Согласно этим изменениям, сотрудники ГКНБ в исключительных случаях, когда нет времени на получение ордера суда, получат право входить в жилища жителей, где скрываются террористы, преступники или содержатся заложники. Согласно Гражданскому кодексу Республики Таджикистан, тот ущерб, который был нанесен гражданину в ходе деятельности сотрудников силовых структур, будет возмещен в полном объеме. Независимые эксперты сомневаются, что закон будет исполняться без злоупотреблений. По их словам, сотрудники правоохранительных и силовых структур и так имели возможность вторгаться в жилища граждан без каких-либо разрешений и санкций, запугивая людей, пользуясь низким уровнем их правовой грамотности. Теперь, с учетом сущности этих изменений, вот таких возможностей у них будет больше, и это беспокоит нас, поскольку результаты реализации этой нормы правоприменительные структуры могут злоупотреблять своими полномочиями и ставит под жесткий контроль неудобных и неугодных активистов гражданского общества и тех, которые мыслят по-иному и имеют свою альтернативную суждение и гражданскую позицию как по внутренним, так и внешней политики Таджикистана. Независимые эксперты говорят, что на основании закона об оперативной разыскной деятельности правоохранительные органы могут получить санкцию на досмотр жилища в оперативном порядке, и для этого нет необходимости принимать дополнительные законы. В принятых поправках установлены новые правила применения физической силы, вооружения, спецтехники со стороны сотрудников органов национальной госбезопасности при возникновении реальной угрозы совершения теракта. Парламентарии подчеркивают, что
что внесенные изменения прежде всего направлены на защиту жизни и здоровья населения, поддержание мира и стабильности в стране, обеспечение конституционного строя в республике. Динара. Спасибо, Анну Шервон. В Санкт-Петербурге окончательно закрыто уголовное дело о гибели в полиции города младенца из Таджикистана Умар-Али Назарова. Следователи заявляют, что не обнаружили никаких факторов, указывающих на совершение преступления, а ребенок скончался по естественным причинам. Напомним, что 5-месячного Умар-Али Назарова отняли у матери, которую обвинили в нарушении миграционного законодательства. На следующий день ей сообщили, что ребенок мертв. Также было установлено, что выявить наличие указанной инфекции в ходе осмотра врачами 13 октября 2015 года не представлялось возможным. В действиях сотрудников полиции, а также сотрудников УФМС каких-либо нарушений, связанных с превышениями должностных полномочиями или их злоупотреблениями, следствием также не было выявлено. В ходе расследования уголовного дела фактов, которые свидетельствовали бы о том, что ребенку была причинена смерть по неосторожности, не было установлено. Казахстан предложил запретить ввоз на территорию Евразийского экономического союза всех игрушек, вызывающих у детей агрессию, страх и нездоровый интерес к сексу. Для этого в технический регламент предлагается ввести психолого-педагогическую экспертизу. О том, как в самом Казахстане относятся к возможному нововведению, в материале Айнур Коскиной. Маленькая Ясмина ежедневно умывает свою любимую куклу. Для нее это не просто игрушка, а воображаемая дочь. Как говорит мама Алма, к выбору игрушек в семье подходит очень осторожно, поэтому и в детской комнате их немного. Когда мы идем покупать, мы как-то с осторожностью покупаем, потому что много игрушек очень бывает таких на вид страшных, от которых даже я пугаюсь, не то что ребенок. В сети магазинов «Антошка» рассказывает, что современные родители стали ответственнее подходить к выбору игрушек. Большинство отдает предпочтение развивающим играм, конструкторам и пластилину. Герои популярных среди детей мультфильмов уже не занимают первые строчки рейтинга покупок. Куклы Monster High, когда они были еще в тренде, сам мультфильм, их брали очень часто, очень хорошо. Сейчас как бы они не особо актуальны, и, естественно, брать их стали чуть реже. Некоторые родители, конечно, возмущены очень. Одни же родители, другие родители, они, лишь бы ребенку, раз ребенок, если смотрит современные мультфильмы, и он сейчас актуален, то, конечно, родители покупают. В скором времени игрушки персонажей некоторых популярных мультфильмов исчезнут с полок магазинов. Казахстан выступил с инициативой внедрения обязательной психолого-педагогической экспертизы игрушек на территории стран-участниц Евразийского экономического союза. Ребенок имеет наружные половые органы, например, которые нездоровый интерес, получается, несоответственного возраста у ребенка. Это наличие крови, когда крокодил ребенка отгрызает, или лев руку держит ребенка, такие вот вещи. То есть, а сегодня, конечно, производитель, он начинает это все передергивать, и куклу Барби, например, не знаю, просто специально создать ажиотаж. По словам заместителя председателя Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики, в Казахстане подобная экспертиза проводится еще с 2008 года. Комиссии, созданные при областных управлениях образования, выявляют игрушки, негативно влияющие на психику детей. Мы сделали такой эксперимент, взяли игрушки, закупили и раздали этим комиссиям в 3 регионам. Эти комиссии существуют при областных управлениях образования сегодня. Они их провели, и действительно они дали свои заключения. На основании этих мы уже формировали дальше позицию Казахстана. И с этой позиции мы были уже на предложение комиссии. До 30 ноября проект поправок в технический регламент о безопасности детских игрушек проходит процедуру публичного обсуждения. Если он будет принят, то каждой стране необходимо вносить изменения в национальное законодательство. Сначала предлагалось сделать только на национальном уровне, но это будет барьер технический. То есть у нас сегодня единый рынок, свободное обращение товаров. И если одна страна создаст только такой барьер, то получается весь экономический союз. О том, что казахстанские чиновники выступили с инициативой психолого-педагогической экспертизы всех игрушек, в магазине «Антошка» знают. Но пока их это не беспокоит. 21 век на дворе, и практически буквально через каждые несколько месяцев выходят новые мультфильмы, новые игрушки, новые герои.
Эксперты говорят, что дополнительные исследования могут увеличить себестоимость производства игрушек. Кроме того, они обеспокоены субъективностью мнений участников комиссии, которые будут проводить психолого-педагогическую экспертизу. А пока взрослые дяденьки делят игрушки на хорошие и плохие, казахстанские детишки могут вдоволь наиграться куклами, зверюшками и монстрами, которые, возможно, скоро исчезнут с полок магазинов. Айнур Коскин, Ганизат Успанов. Настоящее время. Далее в программе. Боевики из Джабхат ан-Нусры расстреливают жителей Восточного Алеппо за попытки выйти из города по гуманитарным коридорам. Россия заявляет о продлении паузы в бомбежках еще на несколько часов. Это позволит представителям ООН и Сирийского общества Красного Полумесяца выполнить все мероприятия по обеспечению выхода больных и раненых. У Литвы нет денег на хранение радиоактивных отходов с закрытой по требованию Европы Игналинской АЭС. Проект обещал профинансировать Евросоюз, но договор подписать забыли. Нам не хватит минимум 900 миллионов евро. Ливанский телеканал «Аль-Маядин» сообщает из Восточного Алеппо, что повстанцы из Джабхат ан-Нусры стреляют по мирным жителям, которые пытаются покинуть город по гуманитарным коридорам, открытым России. Об этом же сообщают несколько российских изданий. Корреспондент агентства РИА Новости сообщает из Алеппо, что по беженцам стреляют не только снайперы, но и бьют минометные батареи. Также сообщается, что под огонь попали не только гражданские лица, но и часть повстанцев, которые решили по призыву Сирии и России прекратить участие в боевых действиях. Вы сейчас видите кадры, снятые российскими журналистами во время предыдущего перемирия. Тогда также повстанцы открывали огонь по бегущему из Восточного Алеппо населению. Однако в западных СМИ есть точка зрения, что подобные съемки – это фейки, снятые с целью оправдать бесчеловечные бомбежки сирийских детей, повстанцев из Джабхат ан-Нусры и связанных с ней гуманитарных организаций. Тем временем у выходов из 4 гуманитарных коридоров из Восточного Алеппо Российский центр по примирению сосредоточил большое количество автобусов и карет скорой помощи для вывоза населения Восточного Алеппо в безопасные места. Сообщается, что и повстанцам предложено покинуть город под честное слово России сохранить всем им свободу и жизнь. Российское командование заявило, что продлит прекращение огня по просьбе ООН. Вчера с 10 часов утра в районе Алеппо полностью прекращены удары авиации ВКС России и ВВС Сирии. Российские и сирийские самолеты не приближаются к городу ближе 10 километров. По многочисленным обращениям представителей международных организаций принято решение о продлении гуманитарной паузы еще на 3 часа, до 19 часов вечера. Это позволит представителям ООН и Сирийского общества Красного Полумесяца выполнить все мероприятия по обеспечению выхода больных и раненых, сопровождающих их лиц, а также мирного населения из города. Между тем, бойцы протурецкой свободной армии, которые наступают при поддержке турецких танков и авиации на позиции ИГИЛ и курдов на севере Сирии, заявляют о подготовке наступления на Алеппо с целью прорвать блокаду войск Башара Асада и спасти других повстанцев, защищающих город. Сирийская свободная армия надеется, что турецкие вооруженные силы окажут ей всемирную поддержку. Наша самая главная цель – дойти до Алеппо и прорвать блокаду, потому что там оказались в ловушке наши братья из свободной сирийской армии. А вы согласовали этот вопрос с турецкими официальными лицами? Нет, это наша собственная идея. Для нас невозможно принять то, что хотят сделать с нашей страной Россия, Иран или курды. Эта земля принадлежит нам, истинным сирийцам, а не русским, шиитам или курдам. Мы не допустим, чтобы, например, курды или кто-то еще основали здесь свое государство. Однако смелые планы повстанцев могут поставить Турцию в очень трудное положение. Турецкие власти сейчас пытаются наладить взаимодействие по Сирии с Москвой. Накануне президент Турции Эрдоган сообщил, что во время разговора с Владимиром Путиным он пообещал российскому лидеру, что попытается повлиять на Джабхат ан-Нусру, чтобы боевики этой организации покинули Алеппо. Также в планы Турции, которая борется на севере Сирии в основном с курдами, не входит обострение отношений с сирийским правительством. Наступление войск антитеррористической коалиции на Мосул действительно привело к резкому увеличению числа беженцев. Население, оказавшееся под перекрестным огнем, пытается любой ценой вырваться из района боевых действий и из самого города.
Окрестности Мосула сегодня представляют собой настоящий ад. Горят сотни нефтяных скважин. Сквозь дым ведут огонь с обеих сторон артиллерия и танки. С неба сотни самолетов коалиции, не переставая, наносят авиаудары по позициям ИГИЛ. Это кадры, предоставленные агентству Рейтер иракскими ВВС. Самолеты F-16 вылетают с авиабазы в сторону Мосула. А это, собственно, сам авиаудар. Как вы видите, бомбы точно попадают в скопление людей. Боевики ИГИЛ встречают наступающие иракские войска и курдское ополчение на дальних подступах к городу. Это кадры информационного агентства ИГИЛ «Амак». И, судя по ним, атаки боевиков результативны. На улицах самого Мосула тысячи вооруженных повстанцев, которые заявляют, что готовы выгнать местное население навстречу наступающим на город армиям. Только за 4 дня военной операции по освобождению иракского Мосула от вооруженных формирований исламского государства город, по оценкам ООН, уже покинули тысячи жителей. Эксперты предупреждают, что беженцами могут стать более миллиона человек. Около 100 тысяч из них могут оказаться в соседней Сирии, где ситуация мало чем отличается от иракской. Подробности в репортаже Рейтер. Идет 4-й день операции по освобождению Мосула, крупнейшего города, находящегося в руках вооруженной экстремистской группировки «Исламское государство». Она запрещена в ряде стран, включая Россию. Армия Ирака и отряды курдского ополчения «Пешмерга» при поддержке с воздуха международной коалиции во главе с Соединенными Штатами продолжают наступление на город. Мосул с населением более миллиона человек, по разным данным, удерживают от 5 до 6 тысяч боевиков-исламистов. Его жители покидают город. За 3 дня военной операции в лагерь беженцев Дибага, где до недавнего времени уже проживали около 30 тысяч человек, прибыли еще 1500. В Мосуле сейчас очень плохо. Люди голодают. Там все ужасно. Я говорю вам, там очень плохо. Управляющий лагерем Ахмад Абдо рассказывает, что сотни людей приходят каждый день. Условия, в которых им приходится добираться сюда, чудовищны. Некоторым пришлось идти 8 часов, пока они не встретили отряды Пешмерга или иракскую армию. После того, как они дошли до военных, их отвезли в лагерь. ООН предупреждает, что боевые действия на севере Ирака могут вызвать поток беженцев до 1 миллиона человек, а многих оставшихся в городе экстремисты могут использовать в качестве живого щита. Министерство обороны Ирака в среду опубликовало видеозапись действий авиации. На ней видно, как истребители наносят удары по зданию, в котором, по словам военных, находятся исламисты. В четверг утром наступление возобновилось. Грузинские правозащитники обвинили власти страны в небывалом росте гомофобии. Обвинения прозвучали после недавнего случая зверского избиения трансгендера в Тбилиси. Избитый до сих пор остается в коме. Подробности у Звияда Мджедлишвили. Предупредительная акция у здания МВД Грузии. В ней принимают участие не только правозащитники, но и депутаты и даже экологи. Собравшиеся призывают следователей переквалифицировать дело о нападении на трансгендера с попытки убийства на попытку убийства на почве гомофобии. Участники акции считают, что власти попросту закрывают глаза на проблему. Государство должно бороться с гомофобией, но, к сожалению, ни сегодняшние, ни вчерашние власти так ничего и не сделали для того, чтобы исправить ситуацию. Да о чем говорить, когда некоторые представители правящей силы сами являются откровенными гомофобами. Тем не менее, в МВД отчитались о задержании участника нападения. Он признает свою вину и, как выясняется, уже был судим ранее. При этом мотивы преступления не называются. Однако известно, что нападавший нанес жертве несколько ножевых ранений. Пациент был доставлен в больницу в бессознательном состоянии. Он получил множественные ранения в область шеи и лица. Сейчас подключен к аппарату искусственного дыхания. Его состояние тяжелое. Больницу, куда был доставлен пострадавший, посетила советник президента Грузии София Шаманиди. Комментируя случившееся, она обратила внимание на тревожные тенденции, имеющие место в обществе.
Особенно возмутительно, когда человек совершает насилие над другим человеком только потому, что считает его иным. К сожалению, в нашем обществе, несмотря на активную работу неправительственных организаций, все же еще сильны гомофобные настроения. И этому, помимо прочего, способствуют неадекватные гомофобные выражения политиков. Советник главы государства не стала уточнять, о каких политиках идет речь. Однако ранее президент Георгий Маргвелашвили не раз выступал против инициатив правящей грузинской мечты, носящих, по мнению правозащитников, явно гомофобный характер. Одна из таких инициатив – закрепление на законодательном уровне понятия брака как союза лишь между мужчиной и женщиной. Это даже стало своего рода предвыборным обещанием грузинской мечты. В целом же случаи нападения на активистов ЛГБТ-сообщества в Грузии нередки. Наиболее нашумевшим событием стали массовые выступления 17 мая 2013 года. Тогда на улице Тбилиси вышла многотысячная толпа с целью сорвать акцию, приуроченную ко дню борьбы с гомофобией. С тех пор по инициативе Патриархии Грузии в этот день в стране празднуется День семьи. Этакая своего рода превенция антигомофобных выступлений. Звет Мчедлишвили специально для настоящего времени. Грузия, Тбилиси. У Литвы не хватает денег на хранение отработанного ядерного топлива с закрытой по требованию Евросоюза Игналинской АЭС. Оплатить строительство хранилища обещали партнеры по ЕС, однако оказалось, что никаких четких соглашений подписано не было. Денис Тарасенко с подробностями. 1750 тонн радиоактивного графита. Столько хранится в сердцах реакторов Игналинской АЭС, последние из которых остановили 31 декабря 2009 года. Станцию перестали эксплуатировать по требованию Брюсселя. Это было одно из условий вхождения Литвы в состав Евросоюза. Из энергетического донора всего региона, в том числе и Беларуси, Литва превратилась в импортера электричества. Но это уже старая история. Сейчас главная задача у всех вместе – безопасный демонтаж станции. Один из главнейших этапов – запуск в эксплуатацию промежуточного хранилища отработанного ядерного топлива. Контейнер заполняется гелием. И вот в этой среде, бескислородной среде, без коррозии, будет храниться 50 лет. Этот способ считается, хранение топлива, сухой способ, считается более надежным, чем хранение топлива в воде, где присутствует коррозия. Физик-ядерщик Владимир Кузнецов этот этап демонтажа станции называет переломным и приветствует, но беспокоится за весь процесс, который официально продлится до 2038 года. Министр энергетики признает, без финансирования ЕС работы действительно невозможны, но его прекращение исключает. Без сомнения, оценив все работы, мы видим, что есть нехватка средств. Средства Еврокомиссии завершатся в 2020 году. По всем правилам их еще можно будет использовать до 2026 года, но до 2038 года нам не хватит минимум 900 миллионов евро, а учитывая инфляцию и риски, даже больше, свыше миллиарда евро. Другой вопрос – технология. С радиоактивным графитом в активной зоне реактора пытаются работать многие крупные страны с развитой атомной энергетикой, но кладку разбирать еще никто не пытался. Министр энергетики риски отклоняет. На таком объекте никто не будет заниматься экспериментами. Я хочу подчеркнуть, что Литва не будет делать ничего, что вызовет хоть малейший риск работникам, жителям и всем, кто находится рядом с демонтируемой станцией. Это первая и основная установка. Кроме того, у Литвы нет такой привилегии – отложить процесс демонтажа, поскольку у нас не работают другие реакторы. Поэтому страна готова и дальше проводить стратегию немедленного демонтажа. Ну а действительно ли справедливо опасения ветеранов Игналинской АЭС покажет время, которого более чем достаточно. В составе графитовых изделий долгоживущих радионуклидов, например, есть углерод-14, у которого период большого полураспада составляет 5700 лет. Денис Тарасенко, «Настоящее время», Литва. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте currenttime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.